Ну а в завершении рабочей поездки перед отъездом высокие гости подвели итоги визита в Ингушетию, оценили промышленный потенциал региона и подчеркнули значимость запущенных сегодня промобъектов. В течение 7 лет реализовывались федеральные целевые программы. Практически реализовано более 140 проектов. И за этот период времени у нас безработица сократилась в 2 раза. Было создано порядка 7 тысяч рабочих мест. Дотационность на 10% уменьшилась. А вот самый главный результат этой 25-летней работы в Ингушетии состоит в том, что республика в настоящее время стала самостоятельным и таким равноправным субъектом Российской Федерации. С хорошим, правильным, патриотичным руководством. И во многом результаты последних лет, и вот такие положительные результаты свидетельствуют о том, что руководство республики работает правильно и отдает все силы развитию социально-экономической ситуации в республике, несмотря на все сложности. Результаты есть, особенно, я хочу сказать, в последнее время. И вот у нас ФЦП по-разному работают. Да? Вот Денис Валентинович знает. Да. Вот что касается реализации федеральных целевых программ в республике Ингушетия, то я вот с удовлетворением хочу сказать, что они состоялись здесь. И я сам принимал участие по приглашению руководства республики в открытии социально значимых объектов. Вы помните, мы в Али-Юрте, в селении, несколько месяцев назад открывали и школы, и детские сады, затем и библиотеку в университете, учебные корпуса. Понимаете, когда идет планомерная стройка, вводятся объекты, есть разные проблемы, но системно работает федеральный центр вместе с региональной властью. За сегодняшний день, сегодня подводили итоги по отраслям. Еще раз прошлись и понимаем, что далеко не исчерпан потенциал развития промышленности Ингушетии, ограничиваясь только теми проектами, которые там сегодня либо стартовали, либо находятся в завершающей стадии. Вот мы сегодня, например, поговорили о производстве здесь специальной сетки для садовых хозяйств. Это сегодня практически 100% импортируемая позиция. Если мы здесь запустим производство, то это производство будет обеспечивать не только Ингушетию, но и другие регионы России, кто занимается садоводством. Это и организация производства садоводческих машин, это сельхозмашиностроение. Вы знаете, что мы последние 3 года демонстрируем хороший результат, показатели. В среднем эта отрасль растет там более чем на 30% в год. И думаю, что если коллеги, как инвесторы, они проявляют заинтересованность, пойдут в этот проект, мы будем оказывать содействие, и таким образом будут создаваться новые производства. Я сегодня уже говорил о том, что мы сегодня говорили и о обувном производстве, и тех проектах, которые должны, по сути, взращиваться вокруг уже построенных крупных предприятий в рамках программы индустриальных парков для того, чтобы развивались средний, малый бизнес. Но мы будем оказывать содействие для того, чтобы эта мотивация сохранялась у инвесторов Ингушетии. Объекты, которые выходят далеко за пределы республики, уже говорят о том, какая помощь, поддержка республики оказывается. Да, разные есть, как Олег Евгеньевич сказал, разные есть ФЦП вопросы, тоже разные подходы к реализации. Но благодаря именно федеральной целевой программе мы достигли не то что хорошего, а колоссальных результатов. Мы таких не видели результатов за 70 лет советской власти. И мы довольно серьезную проблему сняли и по социалке, особенно в системе образования, спорте и здравоохранении. Буквально 5-6 лет назад у нас даже не было
первого уровня обеспечения здравоохранения. Когда к нам приехала Вероника Игоревна, министр здравоохранения, она с таким уже настроением, с таким вот с тяжелой душой она уезжала. Потом, когда снова она приехала, буквально там через 3-4 года, это была другая уже ситуация. Это все, конечно, благодаря федеральному центру, помощи федерального центра, всех федеральных министров и нашего руководства нашего округа. Поэтому я искренне благодарен сегодня и Олегу Евгеньевичу вам за то, что вы нашли время, приехали. И особенно, конечно, если так можно выразиться, своему другу и федеральному министру Денису Валентиновичу. Почему? Потому что вот эти проекты, которые мы по Минпромторгу, и у других министерств такая же ситуация. Я скажу, что каждый федеральный министр через себя пропускает эти проекты. Вот то, что с Денисом Валентиновичем и с его заместителями, я скажу, это, наверное, месяц один раз мы там собирались в Минпромторге, обсуждали, как лучше, как это. Это одно. И второе, вот что мне нравится вот, именно в Министерстве промышленности и торговли, то, что, как Денис Валентинович сейчас сказал, ведущих брендовых производителей или заказчиков этих товаров они нам уже поставили. Вот сегодня на швейном предприятии нет проблем с заказами, со всеми делами. Такой работа. Такая же картина сейчас по радиаторным заводам, хотя радиаторный завод, он как государственно-частное партнерство идет. И такая же картина по светодиодному заводу. Вот это как раз помощь для любого субъекта, когда не просто министерство курирует строительство, а министерство еще с большим рвением сопровождает проект и помогает не только в реализации уже продукции, но и в поисках так называемых заказчиков этой продукции.